Экс-сенатору, бывшему директору птицефабрики заменили условный срок на реальный. Прямо из зала суда его отправили в колонию общего режима. Верховный суд Чувашии ужесточил наказание после рассмотрения апелляции. Ранее Чебоксарский районный суд признал его виновным по 2 эпизодам преступления. На посту генерального директора предприятия «Чувашский бройлер» он присвоил и растратил особо крупную сумму. Доказано, что руководитель птицефабрики с 2009 по 2013 годы умышленно выдавал недобросовестным партнерам заведомо невозвратные кредиты на сумму 100 миллионов рублей. При этом каких-либо мер по возвращению долга не предпринимал. В итоге эта ситуация привела к банкротству птицефабрики, а работники предприятия несколько лет добивались выплаты задолженности по заработной плате. Суд признал бывшего директора птицефабрики виновным по обоим эпизодам предъявленного обвинения. Однако в связи с истечением предусмотренного законом срока давности привлечения к уголовной ответственности от наказания по первому эпизоду, связанному с растратой с помощью выдачи невозвратных кредитов другим организациям, он был освобожден. Однако избежать наказания по второму эпизоду обвинения бывшему директору птицефабрики не удалось. Установлено, что в 2013 году руководитель чувашского бройлера продал своему знакомому магазин компании, причем сумма сделки составила всего 1 миллион рублей, что в 10 раз ниже рыночной стоимости. Затем сам как частное лицо перекупил торговую точку за ту же цену, а в дальнейшем птицефабрика платила магазину арендную плату. Отмечу, что он возглавлял чувашский бройлер 16 лет, в те же годы избирался депутатом Госсовета 3 созывов, а в 2015-м стал сенатором Совета Федерации. Верховный суд Чувашии поддержал позицию прокуратуры о чрезмерной мягкости назначенного наказания. Изменил приговор суда первой инстанции, отправив виновного для реального отбывания наказания в исправительную колонию общего режима на срок 4 года. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Также по требованию прокуратуры с виновного была взыскана сумма причиненного совершенными преступлениями материального ущерба в размере порядка 113 миллионов рублей.